Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия свечи. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои милые, огромное спасибо за ваши лайки и за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон и дай вам Бог всего самого наилучшего. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какого мужчину готовят мужья в ваш род для вас? Давайте посмотрим. Готовят — это не значит, что вы должны выходить замуж, но это значит, что какого мужчину к вам в жизнь будут направлять. Вот так вот, мои дорогие. Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какого мужчину в мужья готовит мне мой род? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и послать только самую важную и самую нужную информацию для вас. Итак, давайте вообще для начала спросим, готовит ли ваш род для вас мужчину, да, для вас мужа? Есть ли такое в вашем роду конкретно? Вот у всех тех, кто будет смотреть мое гадание. Ну, смотрите, какой сильный знак рода. Вот он, видите, огромный глаз. Это знак рода, это знак вообще приверженности вашего рода к высшим иерархиям. То есть на том свете среди ангелов, архангелов ваш род занимает достаточно высокое положение. Я даже больше скажу, что таким знаком отличаются особые люди с особой родословной, назовем ее так, да, люди отличившиеся в глазах высших сил. Ваш род очень много в энергетическом плане может дать. Ваш род блюдет именно чистоту тех людей, которые к вам входят. К вам просто так, как бы кого, не подпускают. Знаете, у многих может быть такая ситуация, когда вы не понимаете. Вот вроде встретилась с мужчиной, неплохой, да, в отношения там начали входить туда-сюда, раз расстались по непонятным причинам. Мужчина куда-то убежал, там не заладилось, не то, не сё, ну там всякое бывает, да. Вот вы должны понимать, что это все ваш род отводит, потому что тех, кто вам не подходят, их просто, ну как зачищают, да. Извините за слово, но так оно и есть. Потому что вам главное сохранить чистоту вашего рода. Сейчас многие девочки, женщины, кто смотрит, вы вот она. Видите, по центру находитесь, и вы в лежачем положении, плюс лежите лицом вниз. Вот такая идет ситуация. Почему? Потому что сейчас, я так понимаю, что есть договоренность, вернее, даже не договоренность, ваш род пытается договориться с другим родом, чтобы вам хорошего мужчину, мужа дать. Это человек, он как продолжатель вашей линии, продолжатель вашего рода, да, и человек, который внесет новую энергетику и новые возможности для будущих поколений. Понимаете, не все так просто. Мужчину очень тщательно выбирают. Здесь я вижу два рода. Один постарше, скажем так, помощнее, другой поменьше. Более такой, знаете, может, не такой полный, не такой, скажем так, раскидистый, да, то есть один очень большой, значимый, и там именно очень сильная энергетика у людей, да, там люди, скажем, такие очень везучие, что ли, да, может быть, даже какие-то оккультные знания сильные. А второй род — это именно по здоровью, там очень такие богатыри, очень сильные мужчины. То есть готовьтесь к тому, что будет два мужчины в вашей жизни. Один мужчина будет невероятно умным, ловким, таким, знаете, прям красавчиком, который вот он сам себя сделал, да, все благодаря своей голове. Острый ум, шустрый очень и такой, знаете, скорее всего, с положением, добившийся в жизни высокого положения. Причем он добивался, как говорится, правдами и неправдами, да, но оно того стоило. Понимаете, таким мужчинам можно восхищаться. Второй же мужчина будет, скажем так, помоложе от первого, и мужчина будет очень крепкий по здоровью. Он будет, во-первых,
спортивного телосложения, да, это не значит там качок какой-нибудь там со спортзала, а мужчина, который, например, он богатырь, здоровый такой, знаете, он может быть и, например, и плотненький, да, сбитый такой, жилистый, но у него отличительная черта – это его хорошее здоровье, да, и для вашего рода вот эти два аспекта очень важны. Хорошее здоровье, да, чтобы ваши детки были здоровыми, чтобы ваш род, как, знаете, как кровь обновилась, и важно, чтобы у вас вот эта удача какая-то, удача вошла. Что вы со своей стороны можете дать? Ну, вот вы видите, да, вот эти два рода. А вот ваш. Ну, видно отличие, да? Насколько вы выше и больше по родовой, скажем так, иерархии, чем эти двое. У вас есть особое предназначение людей, скорее всего, в вашей семье были прям чуть ли не святые люди, которые ходили по земле, отпускали грехи, помогали, жертвовали собой. У вас, кстати, жертвенность есть. Понимаете, такие люди необычные, которых действительно Боженька поцеловал, и вот вам даются такие блага. Да, вы скажете, да ладно, мне он в жизни там не везет. Ну, поверьте, вот если вы подумаете, вспомните все эти ситуации, вы поймете, что это не невезение, а наоборот таки, да, спасение. Вас спасали, не давая вам возможности попадать в всякие там не очень хорошие ситуации. И не факт, что если бы у вас случилось то, либо получилось тем, чтобы у вас было все замечательно. Понимаете, вот такая ситуация идет. Что я хочу вам, дорогие, сказать? Что я вижу точно, вот на 100%. В этом песке я вижу, что вот она, вы в своем доме и со своим продолжением. Это будет здесь, вот как ни крути, вот женщина, мужчина защитник, мужчина тот, который муж, да, вы с ним в вашей зоне. Кто из них будет вашим мужем? Здесь вопрос такой, да, он нерешенный, это первый момент. И второй момент, ну, скажем так, честно, да, много девочек смотрят женщин, и у кого-то будет один, у кого-то будет другой. Но то, что два претендента, два кандидата, я вижу в этом песке, это точно. Это так оно и есть. Что еще я хочу вам сказать? Что происходит, вот на мой взгляд? Почему так время затягивается? Потому что ваш род, он, как знаете, особенный, как особо приближенный, да, к высшим силам, он очень требовательно относится к кандидатам. Поверьте, там их столько прошло, да, ой, извините, прежде чем принять решение, очень много. Вот они все тут отсеянные валяются, понимаете? Их вообще должно быть, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 человек должно быть, да, из 6 выбрали 2. Вот так вот идет, мои дорогие, не все так просто. Почему так долго? Да потому что важный вопрос, это же ваше продолжение, это ваше будущее и счастье вашего рода. Вы особенные люди, вот как ни крути, девочки, кто зашел на мой канал, кто смотрит вот именно это гадание, вы особенные в глазах высших сил, вы особенная для своего рода. На вас положено очень много надежд, очень много глаз на вас смотрят и надеются, что вы действительно сможете вывести ваш род в какое-то новое положение. Я честно вам скажу, что, возможно, у вас в роду есть какие-то заболевания, да, не самая хорошая, вот именно по здоровью идет тема, которую ваш род хотел бы проработать. Вот, очень важно. Но в то же время хотелось бы и вот эту ловкость, потому что вы все какие-то очень честные, прямые, простодушные, да, не какие-то там простофили, да, а именно простодушные. Вы не хитрые, вы без задней мысли, вы не двуликие, не с двойным дном. А иногда в жизни это очень нужно. Это один из, скажем, таких навыков, которым человек должен уметь пользоваться, да. И в вашем роду, вот все были, кристально честные, понимаете, все до одного. Нету такого навыка, а он нужен, чтобы выживать, чтобы ваш род, он был конкурентоспособным, да, чтобы кровь обновилась, вот это надо. И поэтому такая ситуация происходит. На вас, конечно, мои девочки, упала такая большая ответственность за ваш род, что вы должны, ну, скажем так, за всех женщин проработать, да, и впустить в свою жизнь, в свой род новую энергию. Даже если у вас такая ситуация, что вы уже не в детородном возрасте, что вы уже рожать не будете, но когда вы соединяетесь с мужчиной через постель, вот эти энергии, они, ну, вступают в комбинацию, понимаете, они все туда в ваш род отлетают, и, соответственно, ваши в его род отлетают. Так что, мои дорогие, это тоже вот как
как один из таких возможных вариантов. Вот оно все и идет. Пока вас прячут, пока вас хранят, пока вас оберегают. Дурных мужчин от вас отгоняют всякими разными способами. У кого-то так, у кого-то по-другому. Но то, что вам выбирают, вот два выбрали, вот они уже наверху стоят, это точно. Вот один из них, он, как такие мужья, к вам и зайдет. Что еще хочу сказать? Здесь у вас я вижу прошлое, да, прошлые возможные какие-то неудачи и какие-то огорчения, которые у вас были. Ваш род, конечно же, за это переживает. И, конечно, они очень боятся, чтобы вы прям никого не влюбились. Потому что, когда вы влюбляетесь, вы же свою энергию тоже куда-то отдаете. И, что вам сказать? Здесь, конечно же, будут вас хранить, будут хранить, оберегать. И не переживайте за то, что любви нет в вашей жизни. Она обязательно придет, она обязательно будет. Давайте я еще попробую посмотреть, кто же все-таки будет с вами. Как будет дальше строиться ваша жизнь с этим другим новым мужчиной, да, который войдет. Кто будет с девочками, кто смотрит мое гадание, кто будет, какой мужчина будет. Так, да. Прямого ответа нет, какой будет мужчина. Но то, что мужчина будет, это точно. То, что будет новое начинание, у кого-то это будет новая жизнь. Вот, кстати, послушайте меня, кто забеременеет, у кого будет ребенок? Ребенок будет как вы. Похож на вас, копия ваша. Либо по внешнему виду, либо по характеру. То есть, прям, знаете, вообще безошибочно, да, чей ты сын, либо чья ты доченька. Сразу будет понятно, чья. Эти два мужчины, вот они опять стоят, потому что выбор не сделан. И опять же таки, выбор не сделан, и кто-то один из них, да, либо тот, либо другой будет вашим мужем. У кого-то это будет какой-то умный, продвинутый мужчина, добившийся успеха, а у других это будет такой горячий, спортивный, добротный, такой прям стабильный человек, да, у кого-то так, у кого-то по-другому. Но то, что мужчины хорошие, то, что они идут в вашу сторону, это просто замечательно. С вашей стороны никаких действий я не вижу, чтобы потребовались какие-то действия, потому что тут вплоть до того, что вам прям просто вот на, бери, выходи замуж, будь счастлива, рожай детей, там, да, живи своей жизнью. Это будет происходить. Главный весь сыр-бор в этой истории, это вот именно вот он, зачатие, это рождение, либо, еще раз повторюсь, да, если у вас не детородный возраст, то это уже обмен энергиями, да, вот через то, что вы вместе находитесь, то, что вы вместе живете. Энергии, они же, понимаете, они дружатся, и они обмениваются. Вот как мы же все вместе, скажем так, дышим одним воздухом, да, вот через воздух они в нас и проникают. Они нас укрепляют, и они, понимаете, вот роду нашему помогают. Не зря нас сводят с определенными людьми, поверьте, не зря. Ведь мы живем в большом мире, в большом социуме, и рядом с нами очень много людей. Но не со всеми мы общаемся, не со всеми мы дружим. Даже не всех соседей можем своих знать, да? А почему? Этот человек живет со мной рядом. Почему я его не знаю? Да потому что он мне не по судьбе, да? И меня его просто там не показывают, не подпускают, да? Не нужно тратить энергии и время на этого человека. Вот поверьте, все, кто заходит в вашу жизнь, они все для чего-то. Я вижу здесь хорошую жизнь, хорошее будущее. Здесь люди, они идут в одну лодку, в одну лодку счастья, любви, это все будет. Я вижу, что здесь будет и любовь настоящая, поцелуи будут, понимаете, поцелуи. Это хороший знак. И женщина, здесь именно женщина будет выбирать того мужчину, с кем она будет. Здесь общий очаг. Я не знаю, тут я всегда вижу, что женщина как важнее идет в этих отношениях, вот реально важнее, потому что и род ваш более знатный, и все это все-таки для вас делается, да. Мужчина, он как менее значимый проходит, а женщина как более значимая, понимаете? Хотя, в принципе, и они получат от вашего рода, и вы от их рода получите. То есть тут взаимный обмен все-таки происходит, взаимный. Но ваша линия, смотрите, намного важнее и главнее, чем их. Вот такое я вижу. Честно, мои дорогие, что я хочу вам сказать? Да, нам многое непонятно. Нам непонятно, как они действуют, как они думают, с чего они исходят. Но поверьте, они лучше знают. С порога того, что они уже прожили, с порога того, что они уже увидели, с порога того, что они уже осознали. Им виднее, им лучше знать. И да, многие скажут, почему меня приносят в жертву, почему я должна там за мой род отдуваться. Поверьте, это большая честь, огромнейшая честь, и вам воздастся, мои дорогие. Плюс, еще раз говорю, они готовят вам
хороших мужчин. Что один, что другой. Я даже не знаю, кто лучше, кто из них лучше на самом деле. Плохих каких-то там, чтобы там отстрадать с ними, помучиться, я не вижу. Хорошие мужчины для счастья и для любви. Вот так вот, мои дорогие. Так что не расстраивайтесь, понимайте, что ваше счастье впереди. Мало того, что счастье впереди, так вы еще станете спасительницей своего рода. На вас возложена огромнейшая, скажем, ответственность, да, и очень важная миссия, которую нельзя провалить. Мои дорогие, счастья, любви и всего самого лучшего. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.